ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Стихийное кладбище усопших бобиков за проспектом Зирюнова должна ликвидировать администрация города. Такое решение вынесла прокуратура. И это иначе как проблемой назвать нельзя. Все дело, что тут столкнулись обыкновенные человеческие чувства и закон. Тему обсудили за круглым столом в минувшую пятницу. Собравшиеся высказались, почему импровизированный погост для домашних любимцев под запретом. Любое захоронение, вот сейчас вот то, что на вот это стихийное кладбище на Зирюнова, оно проведено в нарушении ветеринарного, земельного законодательства, санитарно-эпидемиологического. То есть это в любом случае нарушение. Потому что не получено никаких заключений, никаких справок. Законным путем утилизировать тело животного можно только при получении справки на станции борьбы с болезнями животных в поселке Подгорный, а после или сбросить в биотермическую яму, или сжечь в печи крематора на полигоне строительного мусора. И тот вариант у ухтинцев популярностью не пользуется. Но вопрос в том, что не все хотят хозяева сбрасывать в биотермическую яму, куда сбрасываются и отходы, и, в том числе там продукты, и бездомные животные, собаки. И, вопрос с крематором. Если бы крематор как-то было налажено. Дело в том, что печь нужно загрузить более чем на 50 килограмм. С учетом того, что домашние животные весят гораздо меньше, такой способ дорогостоящий как для спецавтодора, хозяина свалки, так и для хозяина усопшего животного. Но хоронить собаку в месте отдыха, коим является дорога к роднику, тоже не выход. Ведь, возможно, животное погибло от какой-то болезни. Те, кто в перелеске за Зирюнова гуляют, против стихийного кладбища категорически. Конечно, отрицательно, потому что тут же люди, тут с детьми гуляем, ходим, выходные. Это же не дело, конечно. Тут же. Собаки могут болеть еще. Люди какие-то несознательные пошли, просто хоронят где попало. Но они, своих питомцев ставят выше человеческой жизни, я так понимаю. Когда могилки барсиков и тузиков будут убирать, пока неизвестно. Для ликвидации захоронений и рекультивации земель нужно создать проект, которого пока нет. Сколько этот процесс займет времени, также вопрос открытый. Единственное, что очевидно уже сейчас, на то, чтобы кладбища домашних животных в Ухте не было, из бюджета придется выделить не 1 миллион рублей.